в детстве? Ой, у меня не было купленных куколок. Мне куклы сделал дедушка. Меня нянчил дедушка. У меня был не бабушка, а дедушка. Он взял из тряпочки, свернул куклу. Она была вот такая тряпочная кукла. Завернул мне, я вот так ее обняла и пошла гулять. Вышла на улицу, а там девочки. Дай посмотреть, дай посмотреть. Посмотрели, она развернулась. И я расплакалась, пришла домой. Дедушка мне опять сворачивает куклу с кулечком такую. Я опять иду гулять. А вот наши куклы какая тепленькие, да? Мягенькие, да? да? Вот это Катина кукла, да? Катя сделала куклу. Жалко, что ты своих кукол не принесла. А вот эта куколка, смотри, это с сарафана. Я помню, это этот сарафанчик, вся, вся льняная. Она еще и полезная. Лен, он лечебный. Это с Катиного сарафана. А это, по-моему, с бабушкиного халатика. Да. Это вот бабушкин халатик. Да. Поля. Это кукла. Видишь, был бабушкин халатик, стала юбочка у куколки. Это... Был Катин сарафанчик, стал сарафанчик куколки. Они самые теплые, когда мамой пахнет. С маминого платочка или с маминого платья. Правда? А вот эта кукла называется «От колик и боли». Когда маленьких детей животик болит, малюсеньких, ее делают изо льна. И кладут им на животик. Сейчас пеленочку утюгом греют, кладут. А раньше сделает куколку, и сам лен, он мамой пахла, эта куколка, и тепленькая была. А платочек бабушки. А платочек бабушкин, да. А это, может быть, даже была папина рубашечка. А раньше готовили приданое, оказывается, приданое дедушка готовила пеленки, в смысле папину рубаху, если большую сорочку, на пеленки ношеную брала. Это вот сейчас, это самое новое. И пеленки что же готовили, старых тряпочек, которые были мягонькие. мастерства и ремесел при Никольском соборе, открыт в 2007 году, 1 октября, по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского и по инициативе отца Алексея Кузнецова, протоиерея и старшего священника Никольского собора. В нашем центре занимаются все желающие города и района по моей авторской программе «Традиционная тряпичная кукла. Художественное ремесло». В основу программы легло изучение традиций наших прародителей, прабабушек делать семейную игрушку своими руками. И мы рассматриваем ее со стороны
педагогической. Это игрушка как предмет развития, воспитания, обучения, образования ребенка. Через игру и игрушку ребенок познает окружающий мир. Он копирует свою взрослую жизнь, свою социальную роль родителей, мамы или отца, роль хозяйки. Через игру ребенок копирует отношения взрослых. И тем самым во взрослой жизни уже знает свои правила этикета, как себя вести и как воспитывать своих детей. В нашем центре, состав нашего центра – это педагоги, родители, домохозяйки, пенсионеры, студенты. Часто приходят на занятия со своими детьми, внуками, дочерями, которые тоже принимают опыт, так же, как и был в старину, из рук в руки, из уст в уста. Старшие учили девочек делать кукол, мастерить, потом они учились шить сами, потом они шили из себя костюм, делали все своими руками. В наше время игрушка такая важна в семье, потому что в магазинах то, что продается, это, конечно, тоже хорошо, но качество их оставляет желать лучшего. Это искусственные материалы, порой даже и вредные. Наши игрушки текстильные, как и в старину, брали свою натуральную ткань, а мы берем тоже натуральную ткань и из нее шьем куклы, игрушки, с которыми, как рассказывают наши слушатели, в дальнейшем дети играют, спят, живут и также проигрывают свою будущую роль мамы и хозяйки семьи.